Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем занятия по геометрии 10 класса, и тема нашего сегодняшнего урока – объем усеченной пирамиды. Основные цели и задачи нашего сегодняшнего урока – это узнать определение усеченной пирамиды, рассмотреть различные виды усеченных пирамид, изучить формулы площади поверхности и объема усеченной пирамиды, а также учиться решать задачи на определение параметров усеченных пирамид. Давайте для начала рассмотрим, что же такое усеченная пирамида. Усеченная пирамида – это многогранник, заключенный между основанием пирамиды и плоскостью, параллельно ее основанию. То есть, если мы возьмем какую-то пирамиду и проведем сечение, параллельно плоскости ее основания, и отрежем какую-то верхушку нашей пирамиды, то мы получаем усеченную пирамиду. Давайте рассмотрим элементы усеченной пирамиды. Вот дана нам пирамида А1, А2, А3 и так далее, АН, Б1, Б2, Б3 и так далее, БН. Здесь у нас многогранник B1, B2, B3 и так далее, BN – это верхнее основание пирамиды. А многоугольник А1, А2, А3 и так далее, АН – это нижнее основание пирамиды. Четырехугольники А1, B1, BN, АН, А1, B1, B2, А2 и так далее – это у нас будут боковые грани. Отрезки, которые соединяют вершины соответствующих оснований пирамиды, у нас будут называться боковыми ребрами. А перпендикуляр, опущенный из верхнего основания пирамиды к нижнему основанию пирамиды, называется у нас высотой пирамиды. Высота апофемой усеченной пирамиды называется высота любой боковой грани. Усеченные пирамиды бывают как треугольные, так и четырехугольные, как пятиугольные, так и шестиугольные и многоугольные. Давайте рассмотрим, что такое правильная усеченная пирамида. Усеченная пирамида получена из правильной пирамиды. Сечением, параллельным ее основанию, называют правильной усеченной пирамидой. Все и нижние, и верхние основания усеченной пирамиды – это правильные многоугольники. В данном случае многоугольник А, Б, С, Д, Е, А1, Б1, С1, Д1, Е1 – это у нас должны быть правильные многоугольники. Давайте рассмотрим элементы правильной усеченной пирамиды. Все боковые ребра правильно усеченной пирамиды равны между собой. Боковые грани равные равнобедренные трапеции. Прямоугольник АА1, Б1, Б – это у нас боковая грань, притом это равнобедренная трапеция. Рассмотрим прямоугольную усеченную пирамиду. Усеченная пирамида называется прямоугольной, если одно из боковых ребер пирамиды перпендикулярно основанию. В данном случае это ребро и является высотой пирамиды. То есть, если мы посмотрим на нашу усеченную пирамиду, то C1 у нас перпендикулярно основанию ABCD. Основание у нас пирамиды в данном случае это у нас четырехугольник. Давайте рассмотрим, как вычислить площадь полной поверхности пирамиды. Если мы раскроем нашу пирамиду, то мы получим следующую фигуру. Это у нас где мы получим верхнее основание, нижнее основание и площади боковых граней. Чтобы вычислить площадь полной поверхности, необходимо вычислить сумму площадей всех граней усеченной пирамиды. В данном случае, чтобы вычислить площадь полной поверхности пирамиды, необходимо вычислить площадь полной боковой поверхности пирамиды, сложить площадь нижнего основания пирамиды и площадь верхнего основания пирамиды. Как вычислить площадь боковой поверхности пирамиды? Площадью боковой поверхности усеченной пирамиды называется сумма площадей ее боковых граней. То есть для этого необходимо вычислить площадь всех боковых граней усеченной пирамиды. Площадь полной поверхности правильной пирамиды. Как она вычисляется? Площадь боковой поверхности правильной усеченной пирамиды равна произведению полусуммы периметров оснований на апофему. Необходимо вычислить периметр верхнего основания, вычислить периметр нижнего основания, найти их полусумму и умножить на апофему. Как вычисляется объем усеченной пирамиды? Объем усеченной пирамиды равен 1/3 произведения высоты на сумму площадей верхнего основания, нижнего основания усеченной пирамиды и среднепропорционально между ними. То есть объем равен 1/3 h умноженное на s1 плюс корень квадратный от s1 умноженное на s2 плюс s2. Какие у нас объекты имеют форму усеченной пирамиды?
Как мы знаем, вытяжка, которая стоит у нас в доме на кухне, она имеет форму усеченной пирамиды. Также древняя пирамида майя также имеет форму усеченной пирамиды. Также некоторые современные здания. Давайте рассмотрим несколько задач на применение полученных знаний. Первая задача. Дана нам высота правильной четырехугольной усеченной пирамиды, она равна 3, и у стороны оснований 5 метров и 1 метр. Необходимо найти объем данной пирамиды. Так как у нас задана правильная четырехугольная сеченная пирамида, то основания у нас являются квадратами. Площадь верхнего основания вычислить легко. Нужно возвести одну из сторон в квадрат. В нашем случае единица в квадрате будет 1 метр квадратный. Чтобы вычислить площадь второго основания, необходимо 5 возвести в квадрат, так как 5 это у нас сторона нашего квадрата нижнего. 5 в квадрате будет равен 25 метрам квадратным. Найдем высоту. Теперь мы можем вычислить объем. Объем вычисляется как 1/3 умноженное на высоту и умноженное на s1 плюс корень квадратный s1 на s2 плюс s2. Подставим соответствующие значения, мы получим. Объем будет равен 1/3 умноженное на высоту. Высота у нас равна 3. И умноженное на площадь первого основания. Это у нас единица плюс корень квадратный от 25 умноженное на 1, это, соответственно, площади оснований. И плюс 25, это у нас площадь второго основания. 1/3 стройка можно сократить. Корень квадратный от 25 умноженное на 1, это будет 5. Остается 1 плюс 5 плюс 25, а это у нас 31 метр в кубе. Ответ у нас будет 31 метров кубических. Давайте рассмотрим следующую задачу. Стороны основания правильной усеченной четырехугольной пирамиды равна 3 сантиметрам и 9 сантиметрам. Высота равна 4 сантиметрам. Необходимо найти площадь боковой поверхности. Посмотрим на наш чертеж. Здесь у нас правильная четырехугольная усеченная пирамида, поэтому у нас основания являются квадратами. Первое основание у нас b1, c1 равно 3, то есть сторона квадрата у нас равна 3, а у второго сторона квадрата равна 9. Высота нам известна, равна 4 сантиметрам. Необходимо найти площадь боковой поверхности. Как мы знаем, что А1, Б1, С1, Д1 и А, Б, С, Д это у нас квадраты. Тогда, соответственно, чтобы вычислить периметр, необходимо просто одну из сторон умножить на 4. То есть в нашем случае периметр нижнего основания будет 4 умножить на 9, это 36 сантиметров. Периметр верхнего основания будет 4 умноженное на 3, равное 12 сантиметров. Теперь необходимо вычислить нам апофему. Для этого давайте проведем сечение, параллельно стороне BC и проходящей через центр верхнего и нижнего оснований. Тогда мы получим трапецию M, M1, N1, N. Здесь следует учесть, что MN у нас параллелен AD, то есть MN у нас будет равен AD, и оно равно 9 сантиметрам. А M1, N1 у нас параллелен A1, D1, то есть M1, N1 будет равен А1, Д1, то есть равно 3 сантиметрам. В данном случае М1 и М являются у нас апофемой. Мы знаем, что М, М1, Н1, Н у нас равнобокая трапеция. Так как 4 у нас являлась высотой нашей пирамиды, то она является и высотой данной полученной трапеции. Так как М1П перпендикулярен МН, а Н1Q у нас перпендикулярен МН, то есть они являются высотой, соответственно, они равны 4 сантиметрам. М1Н1 у нас равен PQ, так как это высота мы получаем. Так как M1N1 у нас будет равен PQ, равен 3 сантиметрам, то есть это получается из того, что M1P и N1Q у нас параллельны, O1O у нас параллельны, притом угол M1PQ у нас прямоугольный, то есть это у нас прямоугольник. Соответственно, все стороны, соответствующие противоположные стороны у нас равны, то есть PQ у нас будет равен M1N1 и равно 3 сантиметрам. Теперь остается вычислить M1M. Для этого рассмотрим треугольник M1PM. Это у нас прямоугольный треугольник, так как M1P это у нас перпендикуляр, опущенный на сторону MN. Тогда по теореме Пифагора мы можем вычислить M1M как гипотенузу соответствующего треугольника M1P. Она будет равна корню квадратному из 4 в квадрате плюс 3 в квадрате. А это мы знаем равно будет 5 сантиметрам. Теперь мы можем вычислить площадь боковой поверхности нашей усеченной пирамиды. Для этого, как мы знаем, вспомним формулу. Необходимо периметр нижнего основания прибавить к периметру верхнего основания, найти их полусумму и умножить на
соответствующую апофему. В нашем случае m1m. А это у нас будет равен 36, это периметр нижнего основания, плюс 12, это периметр верхнего основания. Поделим на 2 и умножим на 5. И мы получим 120 сантиметров квадратных. Ответ у нас будет 120 сантиметров квадратных. Давайте рассмотрим следующую задачу. В правильной четырехугольной усеченной пирамиде высота равна 2 сантиметрам, а стороны оснований 3 сантиметра и 5 сантиметров. Необходимо найти диагональ этой пирамиды. Для этого давайте проведем диагональное сечение пирамиды АА1, СС1. Данное диагональное сечение даст нам равнобокую трапецию, так как мы знаем, что у нас усеченная пирамида является правильной. Мы получим, как мы знаем, А1, Б1, С1, Д1 и А, Б, С, Д это у нас квадраты по условию задачи, так как это у нас правильная пирамида. Тогда А1, С1 у нас можно вычислить как диагональ квадрата, то есть в нашем случае будет А1, Б1 умножить на корень из 2, то есть 3 корень из 2, так как А1, Б1 это у нас равно 3. Давайте вычислим диагональ АС. АС у нас будет равен АБ умноженное на корень квадратный из 2. АБ это у нас сторона нижнего основания, то есть она равна 5, и мы получаем окончательный ответ 5 корень из 2 сантиметров. Давайте проведем перпендикуляры. А1К перпендикулярная АС и С1H перпендикулярная АС. Тогда мы получим А1, С1, HK это у нас будет прямоугольник. Притом А1, С1 у нас будет равен KH. Треугольник А1АК будет равен треугольнику СС1H. Треугольник АА1К будет равен треугольнику СС1H по гипотенузе и катету. В нашем случае тогда будет АК будет равен CH, то есть она будет равна 1/2 АС минус А1 С1. Если мы продолжим, то мы получим. Это будет 1/2 умноженное на 5 корень из 2 минус 3 корень из 2. Это соответствующие наши стороны А1 С1 и АС. Тогда, если мы упростим, то мы получим, что АК будет равен корню квадратному из 2 сантиметров. Теперь мы можем вычислить ЦК. ЦК у нас будет равен АС минус АК. То есть будет 5 корень из 2 минус корень квадратный из 2. А это у нас будет равен 4 корня квадратным из 2. Теперь мы можем рассмотреть прямоугольный треугольник А1СК. Он прямоугольный, так как А1К перпендикулярен СК. Тогда по теореме Пифагора мы получим, что А1С у нас будет равен корню квадратному от А1К в квадрате плюс СК в квадрате. То есть в данном случае у нас будет равен 2 в квадрате плюс 4 корень из 2 в квадрате. В сумме это будет у нас 36, а извлечем квадратный корень, получим 6 сантиметров. Ответ у нас будет 6 сантиметров. Мы нашли диагональ нашей усеченной пирамиды. Давайте рассмотрим следующую задачу. В треугольной усеченной пирамиде высота равна 10. Сторона одного основания равна 27, 29 и 52, а периметр другого основания равен 72. Необходимо определить объем усеченной пирамиды. Здесь нам известно только стороны одного из оснований, а у второго стороны неизвестны, но известен их соответствующий периметр. По формуле Герона площадь можно вычислить по следующей формуле. Полупериметр умноженное на полупериметр минус А, полупериметр минус Б и полупериметр минус С. Давайте найдем полупериметр нижнего основания нашей пирамиды. Мы получим тогда. Периметр будет равен 27 плюс 29 плюс 52 делен на 2. В нашем случае периметр у нас равен 108, а полупериметр будет равен 54. Тогда площадь нижнего основания нашей пирамиды будет равен S2, которое равно будет корню квадратному из 54, умноженное на 27, умноженное на 25 и умноженное на 2. Это разности соответствующих сторон с полупериметром. Тогда это будет равно 270. Мы нашли площадь нижнего основания. Но давайте вспомним то, что если мы проводим параллельное сечение, то соответствующие характеристики двух оснований будут пропорциональными. То есть отношение S1 к S2 должен быть таким же, как P1 на P2. То есть в нашем случае мы получим S1 деленное на 270
А 270 это у нас площадь нижнего основания, должно быть равно 72 деленное на 108 в квадрате. Тогда что мы получим? S1 на 270 будет равен как 2/3 в квадрате. Отсюда можно вычислить S1. Для этого упростим его. То есть S1 деленное на 270 равен 4/9. Или S1 деленное на 270 будет равен 2/3 в квадрате. Тогда вычислим S1. S1 у нас будет равен 120. Если мы упростим и умножим левую и правую часть данного равенства на 9, то после сокращения мы получим, что S1 деленное на 30 будет равен 4. Или S1 будет равен 120. Теперь мы можем вычислить объем нашей усеченной пирамиды. Оно равно 1/3 умножить на высоту и умноженное на S1 плюс корень квадратный S1 на S2 плюс S2. А это будет равно 1/3 умноженное на 10, высота, известная нам по условию, умноженное на 120, площадь, которую мы только вычислили, и плюс корень квадратный от 120 умноженное на 270 и плюс 270. В итоге мы получим 10/3, а в скобках сумма всего выражения даст нам 570. 570 можно сократить стройки и умножим на 10, мы получим 1900. Ответ у нас будет 1900. Давайте рассмотрим следующую задачу. Нам дана следующая задача. Стороны оснований правильной треугольной усеченной пирамиды равны 4 см и 2 см, а боковое ребро равно 2 см. Необходимо найти апофему и площадь боковой поверхности нашей пирамиды. Как мы это вычислим? Рассмотрим на нашу пирамиду. Что нам известно? Известны стороны оснований. У верхнего у нас, так как она меньше, равно 2, у большего равно 4. Также известно нам ребро, то есть CC1, BB1, AA1, они все равны, то есть равно 2. Необходимо найти, вычислить нам апофему, да? То есть высота, которая опущена в одной из трапеций. Как мы знаем, трапеции у нас будут равнобочные. Давайте рассмотрим теперь следующую тогда проблему. Рассмотрим одну из сторон, боковых сторон нашей пирамиды усеченной. То есть рассмотрим данную трапецию AA1, C1, C. А1, С1, С. Что нам известно здесь? Что у нас здесь 2 сантиметра, тут у нас 4, и боковые стороны также известны, это у нас 2 и 2. Так как это у нас правильная равнобочная трапеция. Так, что нам нужно найти? Апофему. В данном случае это будет наша высота. Ну, давайте опустим его отсюда. Вот это и есть апофема, которую мы ищем. Если мы опустим высоту и на эту сторону, то мы получим прямоугольник. Тогда, соответственно, здесь давайте отметим К и Л. Тогда А1, С1, ЛК это у нас прямоугольник. Соответственно, здесь 2, а тут тогда тоже должно быть 2. Высота нам неизвестна, пока x обозначен. Да? Тогда, соответственно, АК и ЛС мы знаем, они будут равными. То есть, раз уж общая длина у нас 4, соответственно, АК у нас будет равно единице, а ЛС у нас также будет равно единице. Теперь остается найти высоту. Если мы посмотрим на треугольник А1К, то это у нас прямоугольный треугольник, так как мы опустили высоту здесь. Здесь у нас 90 градусов. Соответственно, здесь будет 90 градусов. Тогда высоту мы можем вычислить по формуле Пифагора. То есть А1К у нас будет равен корню квадратному от А1 в квадрате минус АК в квадрате. Давайте продолжим. Так. А1 у нас по определению нам известно, оно равно 2. Это будет 2 в квадрате. Так. АК также известно, мы его вычислили, оно равно единице минус 1 в квадрате. Так. 2 в квадрате это 4, минус 1 в квадрате это единица. 4 минус 1 будет 3. То есть А1К, это апофема, равно корню квадратному из 3. Как мы знаем, это и есть наша апофема. Мы опустили высоту. Теперь просят найти площадь полной поверхности пирамиды. Для этого необходимо вычислить сначала площадь боковой поверхности и площадь соответствующих оснований верхнего и нижнего основания. Площадь боковой поверхности правильной усеченной пирамиды мы знаем формулу, как она вычисляется. Давайте мы его рассмотрим. Так.
Площадь боковой поверхности – это периметр нижнего основания плюс периметр верхнего основания. Берем их полусумму и умножаем на апофему. Апофему мы только что вычислили. Давайте я его сюда запишу. Апофема у нас равно корню квадратному из 3. Продолжим наше решение. Подставим соответствующие значения. Периметр нижнего основания – это у нас 4 умноженное на 3 плюс периметр верхнего основания. Это у нас сторона 2 равна. Так как это у нас правильно усеченная пирамида, все стороны равны 2. То есть умножаем просто на 3. Делим на 2 и умножаем на соответствующую нашу апофему. Это у нас корень из 3. А это будет равно, это 6. Здесь можно 4 умноженное на 3 и 2 умноженное на 3 просто прибавить. 6 и 3 будет 18. 18 делим на 2, мы получим 9. То есть 9 корень из 3. Мы вычислили площадь боковой поверхности нашей усеченной пирамиды. Необходимо вычислить площади соответствующих оснований. Так как у нас треугольники правильные, теперь вычислим площади соответствующих оснований. Так как у нас те основания являются правильными фигурами, то есть это у нас правильный треугольник, здесь тоже правильный треугольник, вспомним площади вычисления правильного треугольника. То есть в нашем случае это равносторонний треугольник. Площадь равностороннего треугольника, давайте нижнего основания, это будет корень из 3 а в квадрате, деленное на 4. В моем случае у нас сторона равна 2, умноженное на 2 в квадрате умноженное на корень из 3 и будет деленное на 4. Или это будет равен просто корню из 3. Это площадь нижнего основания. Вычислим площадь верхнего основания. Это будет 4 в квадрате умноженное на корень из 3 и деленное на 4. То есть это будет равно 4 корня из 3. Теперь остается вычислить площадь полной поверхности пирамиды. А это у нас сумма, соответственно, боковой поверхности на сумму нижнего основания площади и верхнего основания. Тогда площадь полной поверхности будет равен, у нас будет 9 корень из 3 плюс корень из 3 и плюс 4 корень из 3. А это будет равен 14 корень из 3. Мы с вами получили площадь полной поверхности. Давайте запишем с вами ответ. Апофема у нас равно корню из 3, и площадь полной поверхности равен 14 корень из 3. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока. Мы с вами узнали определение усеченной пирамиды, рассмотрели различные виды усеченных пирамид, изучили формулы площади поверхности и объема усеченной пирамиды, а также решали задачи на определение параметров усеченных пирамид. На этом наше занятие подходит к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!